В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Глава республики встретился с руководителем управления Россельхознадзора по Амурской области и Якутии. Речь шла о стратегических вопросах в сфере агропромышленного комплекса. В Якутии проходит неделя профилактики употребления наркотических средств. В республике зарегистрировано более 17 тысяч лиц с различными видами наркологических заболеваний. Справедливость восторжествует. Жители аварийного дома по улице Халтурина переселят по решению суда. Заболевания сердечно-сосудистой системы занимают первое место среди всех болезней. Расскажем о работе медиков Нерюнгринского района. Торжественная передача эстафеты состоялась в Якутске. В республике завершился год детства и стартовал год защитника Родины. Айсен Николаев и Яна Любченкова обсудили итоги работы управления Россельхознадзора в 2024 году и наметили планы совместной работы на 2025. Речь шла о стратегических вопросах в сфере агропромышленного комплекса, включая обеспечение внутреннего рынка местной продукции. По словам Яны Любченковой, в обязательном контроле за землями сельхозназначения особое внимание будут уделять тем участкам, которые на сегодняшний день не используются по назначению и с исковыми заявлениями планируют обратиться в суд для их изъятия. Глава поддержал инициативу управления для дальнейшего вовлечения этих земель в сельскохозяйственный оборот. У нас есть ряд замечаний со стороны надзорного органа в плане пересечения несанкционированных животных из неблагополучных территорий. И для того, чтобы хозяйства не формировали таким образом свое поголовье, мы должны исключить поставки зараженного скота на территорию Республики Саха-Якутия. Для этого управлением Россельхознадзора по Амурской области Республики Саха-Якутия вместе со службой УМВД республики организованы мобильные посты. Это город Мирный и город Нерюнгри, там, где ведется постоянный контроль за перемещаемыми сельхозживотными, а также продукцией животного происхождения. А на расширенном заседании коллегии прокуратуры обсудили итоги работы органов надзора за прошлый год. Участие в заседании также принял глава Якутии. В результате работы прокуратуры восстановлены трудовые права более 9 тысяч граждан, пресечено более 11 тысяч нарушений в сфере экономики, выявлено 239 коррупционных преступлений. Для возмещения ущерба прокурорами заявлены иски на сумму свыше 280 миллионов рублей. В ходе заседания прокурор республики Максим Попов определил приоритетные задачи на первое полугодие этого года. В зоне особого внимания находились вопросы прямого общения с гражданами. Принято прокурорами на личном приеме более 5000 заявителей, рассмотрено 33 тысячи обращений. В 367 селах организована реализация лекарств для населения. 465 граждан обеспечены льготными лекарствами. 847 инвалидам, в том числе детям, предоставлены средства реабилитации. В Якутии проходит неделя профилактики употребления наркотических средств. В республике зарегистрировано более 11 тысяч лиц с различными видами наркологических заболеваний. Из них 76% пациенты с алкоголизмом. В наркологическом стационаре предоставляют круглосуточную помощь. Подробности далее. Якутский наркологический диспансер – это одно из нескольких специализированных учреждений, где помогают зависимым. Одним из оказавшихся в нелегкой ситуации по несчастливой случайности стал наш собеседник. Из беседы мы узнали, что его детство прошло, как и у всех. Негативно сказалось на его будущем то, что отец часто злоупотреблял. И в студенческие дни я начал запойные пить. Спиртное – это зло. Разрушает всю твою жизнь. Таких историй здесь слышали десятки и даже сотни. И все как одна похожи друг на друга. Нет работы, семейные конфликты, плохая компания. Наркомания и алкогольный психоз отмечается увеличение количества зарегистрированных. Это за счет, наверное, из-за плохого качества алкоголя и из-за доступности алкоголя. В Якутске продолжается усиленный контроль за нелегальными точками продаж алкогольных напитков. Административная комиссия проводит рейды и проверяет на соблюдение норм. Мы проверяем
нарушений правил благоустройства, за нарушение которых предусмотрена ответственность по КоАПу РСЯ. Мы приходим на объект алкоточку и проверяем данные обстоятельства. Ни для кого не секрет, что употребление алкоголя сказывается на здоровье. Пройти точку невозврата проще простого, когда завязать хотя бы на время уже не получается. Хуже всего, что такие игры с болезнью все чаще затягивают молодых. Начал употреблять 4 года назад. В связи с работой большой стресс. Некоторым приходится каждый день просыпаться и говорить себе: сегодня не буду пить, и так каждое утро до конца вещи. Крайне рекомендую даже не пробовать. Путь к трезвому образу жизни у каждого свой, и выбор этот должен быть осознанным. Причин, толкающих людей к алкоголизму, достаточно. Любопытство, да, то есть экспериментальное, потом социальное, когда человек пытается с помощью употребления сблизить или улучшить, или упростить контакт с другими людьми. Также это проблемное, да, когда человек свои проблемы пытается решить с помощью употребления. Якутянам особенно важно для сохранения здоровья отказаться от вредных привычек. Напомним, что за медицинской помощью можно обратиться в скорую помощь или напрямую в наркологический круглосуточный стационар. Даяна Федорова, Нюргун Старостин, Якутск. Справедливость восторжествует. Жители аварийного дома по улице Халтурина переселят по решению суда. Прокуратура Якутска провела проверку здания на соблюдение жилищных норм. Подробности в следующем сюжете. Данный деревянный дом на улице Халтурина, 22, был построен в далеком 1963 году. За это время дом успел очень сильно обветшать и сейчас является аварийным жильем. В связи с тем, что фундамент начинает проваливаться и есть риски обрушения данного здания. Несмотря на это, жильцов не торопят переселять. Жильцы дома уже не первый год сталкиваются с различными проблемами. Иннокентий Егоров со своей большой семьей живет в многоквартирном доме уже много лет. За это время условия проживания стали почти невозможными, особенно зимой и весной. Для отогрева квартиры семья использует обогреватель. И если жильцы хоть как-то решили проблему с теплом, то с чрезмерной влажностью и грибком в доме им справиться не по силам. Мы смотрели внизу, что-то как, а там яма. И большая яма, и там вода была. Ну и ремонтировать невозможно. Как бы, все, это оклад и этот все уже в труху. И жена, и я, получается, постоянно по больницам, врачам. А врачи не знают, что именно болит, ссылаются на ОРВИ. Сейчас тоже дети по больницам ходим. Врачи ругаются, что вы часто болеете, а куда деваться? Сам многоквартирный дом уже более 6 лет был признан аварийным и подлежит сносу, а жители переселению. Но время шло, а дело не сдвинулось с места. Те, кто могли, ушли к знакомым и родным, а те, кто не имел возможности, остались бороться. При этом при сроке отселения до конца 2023 года гражданам не было предоставлено даже временного жилья. Мы били тревогу. Об этом обратились в прокуратуру. Прокуратура встала на сторону народа и обратились с исковым заявлением в суд. Один из жильцов данного дома, который является инвалидом, обратился самолично с иском в суд, и суд удовлетворил его иск, и он получил квартиру. Поэтому это, по сути, прецедент для этого дома. Технический осмотр показал наличие угрозы обрушения несущих конструкций. По этому поводу прокуратура обратилась с иском в суд о признании бездействия незаконным и возложении на окружную администрацию столицы обязанности по переселению жильцов в течение 6 месяцев. Его исполнение находится на контроле органов прокуратуры, и оно подается на принудительное исполнение судебным приставом. То есть за случай неисполнения судебного акта судебные приставы будут применять меры воздействия на окружную администрацию. Судом иск прокуратуры удовлетворен в полной мере. За невыполнение возложенных обязательств в срок окружную администрацию ждут административные штрафы, вплоть до предупреждения об уголовной ответственности за неисполнение судебного акта. Тимур Калмогоров, Станислав Потапов, Якутск. Правительство Якутии оказывает целый комплекс мер поддержки для семей с детьми. В свое время была утверждена субсидия для многодетных семей, у которых родилось одновременно 3 детей. В гостях у одной из таких семей побывала и наша съемочная группа. Подробности далее. Семья Васильевых уникальна во всем. Варвара и Клим Васильева – родители 5 детей. Первые 2 сыновей – близнецы, а последующие дети и вовсе тройняшки.
Айхал, Арылхан и Анеля появились на свет в 2021 году в одно и то же время. Старшие Айсен и Айтал учатся в 7 классе Саха политехнического лицея и в свободное от занятий время помогают своей семье. Васильевым помогла и республика. В Якутии с 2010 года действует субсидия для семей, где родились тройняшки. Мы смогли получить субсидию в размере 6 миллионов там с лишним. И продав тот дом, мы купили вот этот частный дом, 10 соток, 200 квадратных площадью, дом двухэтажный, деревянный, но годом постройки 5 лет назад. Вот так нам посчастливилось. Вот. Купили такой хороший дом в таком в районе, можно сказать, Сергеляском шоссе, элитном. Поэтому мы всем благодарны от всей души до конца своих дней и будем благодарить, конечно же. По информации Министерства труда и социального развития региона, с момента начала действия субсидий ее получила 21 семья. Если раньше субсидия предоставлялась только нуждающимся семьям и состоящим в реестре, то сейчас помощь предоставляется всем семьям, у которых родились тройняшки. Субсидия предоставляется в проактивном режиме, то есть беззаявительно. Помощь она предоставляется без критериев нуждаемости всем и направляется на приобретение жилья, либо на погашение ипотечного кредита, либо на строительство жилья. В среднем, размер, есть своя методика, определенная, и размер примерно в среднем от 4,5 до 6,5 миллионов рублей это на семью. Если, допустим, в семье родились впервые, трое и более детей одновременно, то сумма в среднем составляет 4,5 миллиона рублей. Напомним, субсидия на предоставление денежной выплаты предоставляется в проактивном режиме на основании сведений Министерства здравоохранения. Такое взаимодействие органов власти не только сокращает время ответа, но и сводит к минимуму количество бумаг, необходимых для получения субсидий. Вероника Таюрская, Екатерина Амосова, Григорий Хлопков, Якутск. Заболевания сердечно-сосудистой системы занимают первое место среди всех болезней. Многие отклонения могут длительное время протекать скрыто, что приводит к необратимым последствиям. Как выглядит ситуация с такого рода заболеваниями в Нерюнгринском районе, узнавала наша съемочная группа. Первичное сосудистое отделение Нерюнгринской центральной районной больницы сформировано в 2021 году путем слияния отделения неотложной кардиологии и неврологического отделения для лиц с острыми нарушениями мозгового кровообращения. В наше отделение, как правило, поступают пациенты с острым инфарктом миокарда, поступают пациенты с нестабильной стенокардией, тяжелые пациенты с нарушением ритма сердца, сердечной недостаточностью. Также пациенты неврологического профиля – это острые нарушения мозгового кровообращения, такие как ишемический инсульт, геморрагический инсульт, кровоизлияние различные субарахноидальные и транзиторные ишемические атаки. В отделении установлено самое современное высокотехнологичное оборудование, позволяющее осуществлять эффективное лечение, операции любой сложности и реабилитационные мероприятия. Число летальных исходов минимальное, не выходит за рамки опыта федеральных клиник. Мы проходим обязательно курсы повышения. У нас каждые 5 лет мы проходим лицензирование, аккредитацию, ездим на конференции, делимся нашим опытом, воспринимаем опыт наших коллег. И дополнительно мы еще проходим такие специализированные курсы по нашей профессии. Лучшей профилактикой от сердечно-сосудистых заболеваний специалисты называют отказ от вредных привычек, занятия спортом, здоровое питание и борьбу с лишним весом. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. Далее смотрите обзор событий в дайджесте Алданского района. 2024 високосный год позади. Он получился непростым, но щедрым на события. Порой препятствия казались непреодолимыми, но вместе мы переживали все трудности и уверенно шли вперед. Новый год сулит другие испытания, возможно, более изысканные и суровые. Но мы верим в свои силы и идем к поставленным целям. Какие вопросы и вызовы ставил перед нами 2024?
Лейтмотивом ушедшего года в Алданском районе стал столетний юбилей золотодобывающей промышленности республики. Отрасль по-прежнему занимает ведущее место в промышленном производстве и остается бюджетообразующей для района. Алданские золотодобывающие предприятия успешно модернизируют свои активы, развивают производство и уверенно занимают лидирующую позицию по добыче золота в Якутии, выдавая государству в год почти по 2 десятка тонн золота. Золотодобывающая промышленность – это не только кубометры руды, песков, это не только килограммы и тонны золота, не только мощность обогатительных фабрик, это и люди, это и вклад в социальное развитие поселков, городов, районов республики. За последнюю пятилетку в Алданском районе отмечена положительная динамика по основным макроэкономическим показателям, что говорит о развитии основных производств. С ними растут и доходы районного бюджета, параметры которого напрямую зависят от успешной деятельности местных предприятий и организаций. Согласно данным статистики, за прошлый год оборот организаций по всем видам экономической деятельности составил 216 миллиардов рублей, что составляет 135% к аналогичному периоду 2023 года. С расширением производства растет и среднесписочная численность работников крупных и средних организаций, что говорит об устойчивой экономике не только в производственных отраслях, но и в бюджетной сфере. Вместе с экономическими показателями растет и уровень жизни населения. Например, в строительной сфере объемы работ выросли на 38%, а объемы жилищного строительства – на 12%. По республиканской адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2024 году были введены в эксплуатацию и заселены 13 многоквартирных домов. В новостройки переехали почти 1200 человек. Новоселье отметили и некоторые бюджетные учреждения. Так, в 2024-м построены культурно-спортивный комплекс в селе Кутана, новое здание Томодской детской школы искусств. В рамках национального проекта «Культура» реконструировано и сдано в эксплуатацию второе здание Алданской детской школы искусств имени Никитина. Капитальный ремонт произведен в 9 учреждениях образования Алданского района. По программе газификации началось возведение внутрипоселковых газопроводов. От показателей промышленности не отстает сельское хозяйство. На его развитие было направлено 100 миллионов рублей. В 2024-м оленеводческие хозяйства увеличили поголовье оленей. Для нужд населения Алданского района была произведена поставка кур-несушек с якутской птицефабрики в количестве 1500 голов. Алданское агропромышленное предприятие получило технические условия для производства восстановленного молока, кефира и сметаны. Молочная продукция соответствует всем санитарным и ветеринарным требованиям и успешно реализуется в магазинах Алданского района. 2024 был объявлен в России годом семьи, и первыми, кто ощутил особое внимание, стали семьи участников специальной военной операции. С ними проводили встречи, мероприятия, оказывали информационную и материальную поддержку, устраивали акции и праздники. Не забывали и о защитниках Отечества. В прошлом году на фронт было отправлено 14 единиц авто и мототранспорта, 6 беспилотников, антидроновые ружья, тепловизоры, прицелы и другие технические средства, необходимые военнослужащим на передовой. Жителями Алданского района было собрано и отправлено в опорные распределительные пункты 6 тонн гуманитарных грузов. Поддержка оказана и гражданскому населению новых российских регионов. Всего в 2024 году было отправлено на СВО и прифронтовые территории материальной и финансовой помощи на сумму более 30 миллионов рублей. За прошлый год мы подсчитывали, у нас есть все с собой, наши выписки 32 миллиона. Это финансовых и материально-технических средств на 32 миллиона. В прошлом году мы поставили 7 автомобилей, в этом году уже 14 автомобилей. Цифру пока не подбивали, но я думаю, будет нисколько не меньше, чем прошлогодняя. 2025 объявлен годом защитника Отечества и уже завлекает нас в новый круг жизни. Конечно же, будут трудности, но пусть появятся и силы для их достойного преодоления, которые укрепят веру в любовь и нашу победу.
ходе послания Государственному собранию Ил-Тумен глава республики Айсан Николаев объявил 2025 годом защитника Родины. В стенах Центра современной культуры и искусства имени Гагарина подвели итоги прошедшего года, года детства, и наметили план на год текущий. Подробнее расскажет Эржена Гармаева. 2024 год в нашей республике был объявлен годом детства. Символично, что именно в 2024 году в Якутии родился миллионный житель Саина Ануфриева из Мирнинского района. Кроме того, Алмазная республика вновь стала лидером среди дальневосточных регионов по коэффициенту рождаемости. Отметим, что в 2024 году НВК «Саха» запустила вещание детского телеканала «Току». Множество других проектов, направленных на развитие молодого поколения, были запущены в прошедшем году. Очень много интересных инициатив. Там, допустим, моя первая профессия, когда давали 20 тысяч рублей детям, чтобы они могли оплатить любые курсы, там, вождения, программирования. И вот по первые 1000 детей это прошли. Вот эту программу мы продолжим. Карта жителей Юного Якутии, где мы 5000 рублей будем давать возможность, типа пушкинской карты, только вот помладше уже, да, когда могут дети выбрать секцию любую, вот тоже 5000 рублей оплатить там, секцию спортивную. В ходе мероприятия были объявлены победители конкурса на лучшее проведение года детства. Лучшими стали Ленский, Татинский, Тампонский, Горный районы и городской округ Жатай. Эти территории продемонстрировали наиболее активную работу по реализации детских инициатив, поддержке образовательных проектов и развитию социальной инфраструктуры. Были намечены цели и на текущий год. Планы очень большие, грандиозные. Сначала мы провели сессию 14 января, стратегическую сессию. Там было задействовано 60 руководителей профильных министерств, военно-патриотических организаций, молодежных организаций, где мы составили план защитника, года защитника Родины. Он разделился на 4 этапа, и это все сделали сами люди, сами вносили предложения. Насыщенный год детства подошел к концу. Год 80-летия Великой Победы якутяне встречают как год защитника Родины. В 2025 году особое внимание будет уделено не только героям прошлого, но и настоящего. Эржена Гармаева, Семен Семенов, Якутск. В селе Барагонцы 1-2 февраля на Кубке чемпиона сильнейшие многоборцы Якутии будут оспаривать возможность участвовать в финальной части игр Дыгына. В этом году выявят нового обладателя Кубка, так как действующий победитель Джилустан Наговицын пропустит этот старт. Кубок чемпиона станет вторым отборочным этапом на игры Дыгына. Напомню, что в этом году система отбора изменилась. Многоборцам предстоит участвовать в 3 соревнованиях в Якутске, Усть-Алданском и Чурапчинском улусах. По итогам будет сформирован рейтинг 15 лучших спортсменов, которые пройдут финальный этап игр Дыгына. В предстоящем соревновании в селе Барагонцы примут участие сильнейшие многоборцы, среди которых победители игр Дыгына Леонид Филиппов, Алексей Уваровский, Вячеслав Дьяконов, абсолютный чемпион игр Манчара Николай Матананов и многие другие звездные спортсмены. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.